В Оленёкском районе начинается процесс проектирования Тамторского редкометального месторождения. Начиная с третьего квартала 2019 года по 2021 год будет проводиться подготовка проектной документации, прохождение экспертиз, затем начнутся строительно-монтажные работы. И уже в 2023 году будет запущено производство. На месте побывал наш корреспондент Юрий Осипов. О существовании месторождения местные жители знали уже десятилетия назад и, по их собственному признанию, ждали, когда начнут его разрабатывать. Набирать на работу будут в первую очередь местных специалистов. Наши деды, бабушки, пожилые, мы тоже. И молодежь тоже заинтересован очень. И постоянно Восток-Инжиниринг на проверку вызывают. Молодежь активно участвует. Мы проверяем каждую машину, проезжающую, которые возили ниобий. Большое внимание уделяется экологической составляющей реализуемого проекта. Опасения населения вызывают возможный вред, который может причинить разработка редкометального месторождения. Мы ежегодно выезжаем на эту местность Буранной. Мы с экологами почти месяц там работали. Ну, пока чисто, аккуратно, и мы видим, что пока никаких таких волнений, можно сказать, испытывать по поводу экологических этих вопросов нет. На участке был проведен комплекс различных предпроектных изысканий. Были собраны около 100 тонн образцов горной породы. Даже непосредственно эту руду мы видим 44 микрорентгена в час, что вполне в рамках полной безопасности. Несмотря на то, что о существовании месторождения было известно давно, его разработкой не занимались из-за труднодоступности и сложных климатических условий. Кроме того, обычные методы обогащения для руды, которая будет добываться на Тамторском месторождении, не работают из-за тончайшего взаимопрорастания минералов, что в свою очередь требует специализированных конструкционных материалов. Основная стройка, конечно, это комбинат. Там очень сложная гидрометаллургическая технология, многоступенчатая, уникальная, можно сказать, технология, которая позволяет выделить эти металлы из состава руды. Руда дважды упорная, а различные исследования показали, что она совершенно не поддается никакому виду обогащения. Месторождение находится в 325 километрах от села Оленёк. Сейчас здесь находится только временный лагерь, в котором могут с комфортом жить около 50 человек, но совсем скоро здесь появится полноценный вахтовый поселок, в котором смогут жить и работать около 500 человек. В год от месторождения до производства будет транспортироваться около 160 тонн руды. Если сегодня Россия импортирует 100% ниобия и почти все потребляемые редкоземельные металлы, то после выхода на полную мощность ожидается, что проект займет до 16% мирового рынка ниобия и до 3% мирового рынка редкоземельных металлов. Добытая здесь руда будет перерабатываться в Забайкальском крае. Это тоже связано с вопросами экологической безопасности. Общий путь до гидрометаллургического комбината составит около 11 тысяч километров. Промышленность играет огромную роль в жизни Оленёкского района. На территории Улуса теперь работает 3 крупных недропользователя. Несмотря на то, что Восток-Инжиниринг еще не приступил к основной работе, но уже активно сотрудничает с Оленёкским районом. Промышленность вообще в нашем районе это занимает основную долю в экономике. И благодаря сегодня поступлениям от промышленности мы меняем свою жизнь кардинально. Мы строим школы, сады самостоятельно. Мы самостоятельно строим котельные, электростанции. В планах у нас КОС-ВОЗ во всех поселках. Масштабный проект затрагивает не только жителей Якутии, но и другие регионы страны. Что вообще этот проект несет сегодня для жителей Красноярского края? Объективно могу сказать. Это первое, это развитие социальной инфраструктуры, это дополнительные рабочие места,
При этом сохраняется, что важно, традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов Севера. По словам руководства, с третьего квартала 2019 по 2021 год будет проводиться подготовка проектной документации, а также прохождение экспертиз. После этого начнутся строительно-монтажные работы, и уже в 2023 году будет запущено производство. В том же году первая партия руды отправится на переработку. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Гаврил Старостин, Якутия. День за днем.